Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы нас видите, то вы нажали на нужную кнопку в нужное время. Ну а если вы сейчас кушаете, приятного аппетита! На ваших экранах телеканал Юрган и самая вкусная программа «Детали со вкусом». Меня зовут Артемий Барсуков. А находимся мы в кулинарной студии «Киви». Сейчас в наших гостях представители бизнеса в сфере общественного питания. Давно известные нашим жителям пироги по коме. Давайте знакомиться, управляющий Игорь Карпов. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Познакомь нас, пожалуйста, со своей коллегой. Коллега моя – это Анна, один из самых наших замечательных пекарей, который будет сегодня помогать нам готовить пирог дрожжевой с семгой и овощами и традиционные коми-шанги на ржаной муке с брусникой. Ой, как это замечательно. Друзья мои, сегодня мы с вами погрузимся в секреты национальной коми-кухни и отведаем эти блюда. Ну а вы смотрите внимательно и записывайте рецепты. Итак, с чего начнем? С пирога? Да, давайте начнем. Первое – это будет замес дрожжевого теста для пирога. Анна сейчас будет подготавливать все ингредиенты и начнет замес теста. Да, давайте. Что нужно передать? Дрожжи – это… Что из них дрожжи? Да, замечательно. Так, я ведь, знаете, не кулинар абсолютно. И дрожжи выглядят вот так. Я бы их перепутал с каким-нибудь немножко потускневшим творожком. Так, хорошо. Что еще нужно для этого? Сахар. Ага, соль. Все для вас. Чувствуйте себя хозяйкой на этой кухне. Там нужна вода. Все для вас. По инструкции, да. Как технологическая карта, правильно называется? Мука. Мука. Потом, пожалуйста, вот и вот так. Пока мастер замешивает тесто, расскажи, пожалуйста, как появился ваш бизнес? Откуда взялась идея? Кто его основал? Замечательное название. Значит, компанию основала Надуева Анастасия Вячеславовна. Это основатель компании. С чего это появилось? Раньше Анастасия очень часто ездила к своей бабушке в село в Летку. Та готовила ей натуральные коми-шанги. Ну, как и многим нашим, наверняка, зрителям, которые помнят вкус бабушкиных пирожков, шанежек и пирогов. Да, значит, шанги пеклись в русской печи, смазывались пером птицы. Да, даже я помню. Вот. Потом их клали под полотенце, чтобы они стали мягкие и вкусные. Такие технологии традиционные наши. Да, традиционная технология, раньше как у наших бабушек. И у нее возникла вот эта вот идея, почему бы не угостить жителей нашего города традиционной коми-кухней. Я так понимаю, что это преемственность поколений и настоящая передача мудрости вековой и опыта приготовления кухни. Вот настоящий национальный колорит. Так, что у нас сейчас будет происходить? Значит, сейчас Анна готовит семгу для начинки, Артемий режет лук, будем его жарить. А как вы пришли в бизнес? Когда это получилось? Ну, значит, в 2014 году я закончил учебу. А учебу по направлению? Я закончил направление юриспруденции в Коми-Республиканской академии государственной службы. То есть не связано с общепитом? Нет, не связано с общепитом. В тот момент я приходил на должность курьера, постепенно прошел по карьерной лестнице и стал в настоящий момент управляющим по республике. Вот это да, это карьера. Для управленческой должности немаловажно понимать, как проходят все процессы внутри бизнеса. Как это вам помогает в управлении компанией? Ну, когда ты знаешь основы и с нуля, как все происходит, как мы принимаем заказы, как мы доставляем заказы, как мы печем, отправляем, и знаешь все процессы, ну и в нужный момент, если вдруг требуется помощь, ты всегда можешь помочь. Приходит на кухню помогать? Не мешается там? Честно. Нет? Все понятно. И за эти годы опыт, багаж огромный. Сколько уже, получается, компании лет? Мы, получается, работаем уже 9-й год. По сути, 8 лет мы праздновали в прошлом году.
Так, а мы продолжаем подготавливать ингредиенты для нашего пирога. Сейчас нарежем остальные ингредиенты. Брокколи, лук вот Артемий дорезает, морковку и болгарский перец. А семушка у нас откуда такая красивая? В основе своей продукты мы берем местного производства: молоко, семгу, ягоды. Да, ягоды наши традиционные коми-ягоды — это брусника, черника, морожка тоже есть в нашем меню. Давай вернемся все-таки к становлению вашей компании, к бизнесу. Вот с чего вы начинали? То есть как это выглядело на первых этапах? И до чего доросли за эти 9 лет? Все-таки это немалый срок. Начинала Анастасия Вячеславовна сама, работала у плиты, был пекарь, и Анастасия Вячеславовна, которая принимала заказы, также их пекла, сама и доставляла. Вот, все, как говорится, с самого начала и до конца. Со временем мы работали, развивались, и в 2019 году мы открыли первый филиал в городе Ухта. В 2019. Да. В 2019 открылся первый филиал. В Сыктывкаре мы работаем на доставку пирогов. В Ухте мы представлены также мелкоштучной продукцией, также печем хлеба, пироги. Вот. Также уже делаем и кондитерские изделия. Замечательно. Слушайте, хотелось бы попробовать, но в Сыктывкаре пока нет. В Сыктывкаре пока нет, но мы активно сейчас занимаемся, готовимся к расширению. Надеюсь очень, что в ближайшее время мы откроемся и здесь и будем радовать наших гостей и жителей нашими пирогами, пирожками и хлебами. То есть это будет как точка-магазин? Да, это будет как магазин-пекарни, куда всегда можно прийти, приобрести горячий свежий хлеб, пироги, пирожки и так далее. Смотри, здесь уже такая красота появилась. Мне куда этот лучок девать? В сковородочку? Да, в сковородочку. Обжариваем, чтобы он приобрел золотистый, красивый цвет. Получается, с 2018 года Анастасия Вячеславовна уехала в Москву по семейным обстоятельствам, и здесь на месте управляющим стал я, и работаю вот по сей день. Ну и также вот в 2020 году состоялось открытие нашей новой точки под управлением самой Анастасии в городе Москве. Замечательно. Сейчас мы работаем очень плотно с различными министерствами в Москве. У нас знают в представительстве Республики Коми в Москве. Стараемся принимать участие во всех различных форумах, мероприятиях, да. Поэтому... Представляете Республику Коми на уровне столицы нашей страны. Да, активно участвовали в проведении столетия Республики Коми в городе Москве. Вот, наши шанги и наша продукция также ездила на различные мероприятия, когда приезжали гости из других регионов. То есть в Москве сейчас есть доставка пирогов по Коми? Да, в Москве сейчас мы тоже представлены, поэтому, уважаемые друзья, если вы едете в Москву, мы всегда рады, да, видеть вас в нашей пекарне. Там. И угощайте своих московских друзей нашими национальными блюдами. Это очень здорово. Так, наш лучок уже начал активно зажариваться, а могу наблюдать, что Анна приготовила ингредиенты для будущего пирога. Сейчас лук дожаривается. Аня, давайте я помешаю, а вы пока будете замешивать уже тесто на шанишке. Для этого нам требуется кефир. Далее добавляем муку, сахар, соль. Вот видно, рука мастера, так она уже на опыте накидывает. Да, уже на опыте. И сейчас будем добавлять масло. Да, маслица. О, лучок. Красавчик. А шанги, получается, бывают на ржаном тесте
да? Да, шанги бывают на ржаном тесте и на традиционном Дрожжевом. пшеничном. Пшеничном, да. Мы сейчас делаем именно по традиционному коми-рецепту, это на ржаной муке. Это вот такое тоненькое тесто. Да, они будут у нас в виде корзиночки. Вот. Печь сегодня мы будем их с нашей традиционной ягодой северной, это брусника. О, буквально недавно ходил по лесу, собирал. А расскажите, пожалуйста, какие продукты ваши пользуются популярностью в Москве? Да, в Москве, значит, очень часто мы печем пирог с олениной, с нашей интинской. Натуральная оленина, очень вкусный пирог получается у нас есть. Оленина в сметанном соусе. Ну и многие жители и гости Москвы его любят. Вот. Также очень популярны у нас, вот как я и говорю, шанги. С различными начинками мы делаем. Это вишня, брусника, черника, черная смородина, клубника, клюква, творог. Из таких самых традиционных, как по нашим Рецептом бабушки. Все верно. Именно так. Это ячневая крупа и картошка. Значит, Анна сейчас завершает приготовление нашего теста. Настаиваться тесту ржаному не нужно. Сейчас как раз Анна пойдет и подготовит тесто для шаник. Анна, Игорь, а можно ли мне поучаствовать в самом замечательном процессе изготовления основы корзинок для шанжи? Конечно, да. Давайте с удовольствием мы вас Тот самый мастер-класс. погрузим вас в этот процесс. Вот. И ну-ка. Анна сейчас вам все покажет. Вот так? Мастер-класс мы начнем с Артемия. Он будет первый участник. Так, отлично, отлично, Артемий, у вас получается. И вы знаете, первый раз такое в жизни происходит в моей, и очень замечательно. Спасибо телеканалу Юрган. Игорь, расскажите, пожалуйста, о вашей общественной деятельности. Вы все-таки компания на рынке уже давно, в нашей жизни, города Сыктывкара. Чем вы занимаетесь помимо бизнеса? Как, может, помогаете нашим людям? Значит, да, мы очень активно участвуем в социальной и благотворительной жизни нашего города. Из таких наших постоянных проектов, значит, мы помогаем дому-интернату для престарелых в Тентюках, который у нас находится. Там есть замечательные наши пожилые люди, которым мы дарим пироги к дням рождения. То есть мы традиционно каждый месяц пироги печем и доставляем им в качестве подарка. Замечательно. То есть они каждый раз на свой день рождения они получают горячий привет и горячий подарок от вас. Все верно, все верно. Часто к нам обращаются студенты нашего из Сыктывкарского государственного университета. В Ухте мы активно участвуем. Даем наши сертификаты на продукцию в качестве призов на различные мероприятия. Что немаловажно, да. Вот, значит, очень такой тесный проект, с которым мы участвуем, это «Сытый гражданин». В городе Сыктывкаре, да. Мы помогаем людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждую неделю мы печем для них наши горячие булочки и доставляем. Слушайте, прекрасно, прекрасно, что вы не забываете о своей самой главной человеческой миссии. Игорь, оцените, пожалуйста, мое рукотворное это вот кулинарное произведение. Ну, слушайте, Артемий, для первого раза это довольно-таки замечательно у вас получилось. Давайте мы сравним даже, да? Кривовато. Давайте. Нет, это очень прекрасно, посмотрите. Вот у нее оно пошире, по объему, сюда больше начинки влезет. Да, но начинка у нас всегда идет по граммам.
все четко по весам, то есть мы... Кому-то меньше, кому-то больше не бывает. Не бывает, все четко соблюдается, технико-технологические карты, поэтому у вас для первого раза замечательно. Ой, спасибо. У меня такая, знаете, ржаная крепость для бруснички получилась. Я сюда положу, чтобы было два моих произведения рядом. Замечательно, замечательно получилось. А теперь давайте приступим к приготовлению нашей начинки. Для шаник, для этого нам понадобится с вами кастрюлька, куда мы будем замешивать, да, ягодки. Спешу напомнить нашим дорогим зрителям, да, о том, что в своем производстве мы используем только натуральные ягоды, сахар и загуститель, то есть никаких дополнительных химических препаратов мы не добавляем, поэтому вы увидите все сами на своих глазах. Как это происходит у вас на производстве? Да, все верно. Добавляем ягоды, добавляем сахар и сахар добавляем загуститель, чтобы ягодка в печке не растеклась и держала форму. Все верно, все верно. Обязательно хорошо размешать сахар и загуститель. Ну и, соответственно, будем сейчас замешивать. И что, вот так жамкать нужно все это? Да. Все делается вручную. Сейчас мы замешиваем, да. Вот и Анна как раз следит за тем, чтобы по необходимости добавляем туда воду. Чтобы начинка приобрела однородную массу и красиво смотрелась в наших шанишках. Сейчас мы приготовили начинку для наших шаник. Анна, давайте передайте, пока их поставим, чтобы начинка постояла, загустела. Шанишки давайте тоже поставим. А сейчас, значит, приступим к приготовлению начинки для нашего пирога. Для этого мы подготовили уже морковь, болгарский перец, лук, брокколи. Сейчас будем замешивать начинку. То есть мы поджарили только лук, а остальное все вот в свежем Да, виде. все в свежем виде. Добавляем соль по вкусу. Добавляем перчик черный молотый. А вот тут уже нужно сжамкать, да, пожмякать. Чтобы, да, здесь нужно немножко приложить усилий, чтобы начинка была сочная. Вот то, что сейчас как раз делает Анна. Сейчас мы добавляем в начинку молоко нашего местного производителя, чтобы начинка была более мягкая. Начинку мы приготовили, давайте отставим ее в стороночку. Сейчас Анна пойдет раскатывать у нас основу и крышку для нашего будущего пирога. В таком случае мы имеем возможность еще немножко поговорить. Безусловно, я сталкивался с пирогами, сам заказывал неоднократно и видел на различных мероприятиях. Всегда это что-то оригинальное. Расскажи поподробнее, как вы создаете эти формы пирогов. Идеи мы стараемся черпать из вдохновения пекарей. Очень активно мы работаем с клиентами, и одно из направлений деятельности всегда является желание нашшего клиента. То есть мы в своих работах используем различные виды пирогов, да, делаем в форме машинки, там, в форме бабочки, в форме корзинок, все различные надписи, все различные формы. Всегда слышим нашего клиента и готовы попробовать реализовать любую потребность, да, но для этого нужно, чтобы нам позвонили и сказали об этом. Вот у меня какая-то есть безумная фантазия по форме или по надписи, и вы ее реализуете. Да, мы всегда делаем эскиз, скидываем человеку макет, все ли нравится, то есть подходим к этому очень основательно, чтобы людям понравилось. Сегодня тоже, да, наверное, чем-то украсим? Да, сегодня пирог Анна украсит, так как мы делаем с вами пирог с рыбой, да, Анна украсит его рыбками и водорослями, чтобы он был красивый и красиво смотрелся на нашем столе. Анна, значит, сейчас несите основу для пирога, будем выкладывать начинку, ну и далее уже украшать. Начинку выкладываем равномерно обязательно. Я смотрю, она
Прямо по краю ее оставляю. Да, это четкое правило нашей компании. Начинка должна быть лежать до краев. А как потом соединить? Вот. Ладно, это я вникаю уже в подробности. Сейчас Анна как раз продемонстрирует, как это получится. Но пока что это похоже на пиццу. Сейчас мы разложили начинку. И будем накрывать крышечкой. Да, все верно. Ну, красивые внутренности пирога. О, вот. А, то есть крышечка, она намного больше основания. Вот он, в чем секрет. Сейчас Анна будет подворачивать края. Обязательно важное правило, чтобы край был не толстый, чтобы не чувствовалось только тесто. Поэтому начинка раскладывается до краев. Вот это секрет. Сейчас сделаем отверстие, и Анна будет приступать у нас к изготовлению нашего украшения, чтобы пирог был красивым. Артемий, ну а пока, чтобы мы с вами не стояли, как говорится, просто так, приступим тоже к делу, доверим вам это действие. Ура! Значит, основу для шанек мы подготовили, да? Сейчас вы будете их начинять, Вот не жалея начинки, да? Поэтому, пожалуйста, давайте возьмем. Для себя любимого ничего не жалею. Также мы не жалеем для своих дорогих клиентов. Целыми ягодками равномерно ее необходимо разложить. Это я нормально прям. Да, у вас отлично получается. Давайте продолжим. Целая ложечка. Так, пока Артемий у нас укладывает начинку, давайте посмотрим, что делает наша Анна. Анна сейчас делает украшение для нашего пирога, раскатывает. Так как у нас пирог с рыбой, да, давайте сделаем рыбок и украсим их красивыми водорослями. Для украшений есть специальные у нас трафаретики. Теперь небольшой тоже секретик. Анна сейчас разбивает яйца. Мы будем смазывать пирог, чтобы украшения связались с нашим пирогом. Ну, это каждая домохозяйка пользуется. Да. Я помню, у меня у бабушки была связочка перьев. Я все удивлялся, думаю, зачем ей это, а потом когда-то увидел однажды. Ну и сейчас, конечно, мы используем уже силиконовые кисточки для этого. Вот сейчас Анна как раз делает рыбок. Ой, здорово. Можно я тоже попробую? Это тут вроде как с начинкой шаник у меня... Вот в эту не хватило немножечко. Мы позаимствуем из других. Пока я продолжу делать шанишки, а вы попробуйте сделать рыбок. Ой. Ну как у вас получается? Сейчас посмотрим. Нет, получилось-то, как ее приподнять. Теперь аккуратненько, чтобы она... Ага. Интересно, что это за рыба? Карась? Сейчас она у меня превратится в камбалу. Или, не дай бог, вообще в какую-нибудь хищную. Ой-ой. В общем, ребята, рыба моя чуть не уплыла от меня. Куда его можно? Ну ладно. Как-то у Анны уже так все красиво сложилось, что я со своей рыбой могу уплыть только куда-нибудь по Сысоле. Пока Анна завершает украшение, свое творчество, да, обратите внимание на наши шанги, да, посмотрите, все, мы подготовили их. Вот такое ощущение, будто их уже можно кушать. Их, да, уже хочется съесть, да, но сейчас их необходимо отправить в печь, чтобы они поджарились, ну и были очень вкусными. Печем, значит, мы их при температуре 200 градусов минуток 15. После этого мы готовы с вами уже попробовать. Пойдемте тогда класть. Так. В духовку. Ой, хорошо. Ну что, ребята, как дела с пирогом обстоят? Ну, значит, мы закончили украшение нашего пирога. Сейчас Анна его смажет яйцом. Пирог должен обязательно постоять, чтобы он был пышный, румяный. И далее мы будем отправлять его ориентировочно на 25 минут в нашу печку. После украшения пирога посыпем его кунжутом и придадим картинке нашему украшению окончательный вид. Вот, пошел кунжут в дело. Обильно посыпается. Ну и сейчас он будет отправляться в нашу печь на 20 минут после того, как 10 минут он
будет стоять для того, чтобы он был пышный, расстоялся и тесто насытилось кислородом. Значит, пирог наш готов, можно отправлять его в печку. Ну давайте, Игорь, эту миссию мы передадим в ваши руки. Пирог постоял, расстоялся. Сейчас мы отправляем его в печь на 20 минут. Итак, время подошло, и мы готовы. Да, пироги наши приготовились. Артемий, прошу вас доставать их С удовольствием. из нашей печи. С удовольствием. И пироги, между прочим, и пирог из шанги. Так, вот он, красавчик. О, ой-ой, как горячо, горячо, горячо. Так. Так. Хорошо. О, замечательно. Пирог необходимо смазывать растительным маслом, чтобы он был красивый. Блестящий, так сказать. Блестящая работа получилась. Пирог по коме. Настоящий. Так, разрешите мне в процедуре нарезки. Вам какую часть? Расскажите о планах вашей компании. Ухта уже покорена. Сыктывкар уже давным-давно. Вы в нашем сердце. Москва. Куда уже дальше? Ну, дальше мы планируем развиваться здесь. Одним из начал это продолжение работы в городе Сыктывкаре. Мы планируем открывать розничную точку, куда наши гости могут прийти, приобретать хлеб, пирожки, пироги, ну и многое другое, вкусную выпечку. Кстати говоря, вот и моя шанишка. Возьму ее себе, а, пожалуй, все остальные мы отдадим сотрудникам кулинарной студии «Киви», которая нас благополучно приютила у себя. Друзья мои, мы с вами прощаемся. Это были «Детали со вкусом». В наших гостях были пироги по коме. До новых встреч. Пока-пока.